Таджики, за которыми будущее. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете топ-10 молодых таджикских предпринимателей, которые изменят этот мир. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. О молодых предпринимателях страны, чьи идеи и проекты не только удивляют на фоне юного возраста, но и делают их лидерами в своих отраслях. Об этом и не только мы сегодня расскажем. Они создают и запускают конкурентоспособные на международной арене стартапы, инновационные технологии, занимаются социальным предпринимательством, выводят искусство и шоу-бизнес Таджикистана на новый уровень. Их истории способны вдохновить каждого. Лайла Тагаева – большая акула, которая плавает в таджикском бизнес-море. На нее равняются, у нее учатся, ей завидуют. Программист по образованию, она кардинально сменила род деятельности, возглавила собственное рекламное агентство Purnur. Проводит крупные ивенты в области маркетинга, Ночь пожирателей рекламы, Best Marketing Craft, а также городские фестиваль еды и воздушных шаров в Душанбе. Много лет под ее руководством также издавался журнал «Мир рекламы», первый в своем роде в Таджикистане. Дальше идет Дилшот Джуразода, который является учредителем группы компаний 55 Group, директором клуба молодых предпринимателей, а недавно еще и возглавил государственный бизнес-инкубатор страны. Дилшот старается не ограничивать себя географическими рамками, выходя на международный рынок. Молодой бизнесмен намерен попасть в списки Forbes. Абдулла Курбонов, выпускник Босфорского университета Стамбула в области бизнес-администрирования и менеджмента и знаменитой Лондонской школы экономики и политических наук. После окончания магистратуры он успел поработать в серьезных компаниях Великобритании и Монголии, а вернувшись на родину в 2014 году вместе со своими партнерами создал МДО Алиф Сармоя, которая со временем переросла в прогрессивную финансово-технологическую организацию. Также он является соучредителем и в других успешных проектах – портале Соман ТГ и благотворительном фонде Пешрафт. Сухроб Ниёзов. У него 2 высших образования в области филологии и экономики. На сегодняшний день является совладельцем 3 бизнес-проектов, один из которых – сервис заказа такси «Максим», российской компании, работающей в более 400 городах мира. В 2017 году вместе с партнером решил внедрить «Максим» в Таджикистане, открыв первый офис в Худжанде. Сейчас они открыли свои офисы уже в Душанбе и Бустоне. Пробует Сухроб себя также в аутсорсинговом бизнесе. Его компания Next Group представляет услуги контакт-центра, телемаркетинга и онлайн-сопровождениями для местного и зарубежного рынка. Сейчас клиентами Next Group в основном являются компании из России, Узбекистана и США. Также Сухроб основал стартап по сервису доставки еды Озон Eats, который помогает жителям города быстро и удобно заказывать еду домой или на работу. Как вам такие достижения наших молодых соотечественников? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Насири Мирзо – молодой человек, который начал заниматься бизнесом в 17 лет. Тогда это был небольшой магазинчик по продаже видеодисков. Спустя пару лет после окончания вуза он решил сфокусироваться на ресторанном бизнесе. Сегодня он владеет 4 точками общепита в Душанбе, 2 кафе Чучачи Берен, Сохо-бар и первая столичная Мантухона. Набравшись опыта, сейчас Насир планирует выход своего продукта на российском рынке, а также опубликовать книгу, в которой он поделится своими предпринимательскими знаниями с читателем. Алим Алимов – наш соотечественник, который получил образование в США и продолжил его в Китае, где окончил магистратуру. Сегодня его бизнес так или иначе связан с Китаем. В 2016 году Алим с партнером основали компанию Acta Plus Limited, бутик-компанию, которая занимается консалтингом и инвестициями в сфере энергетики, торговли и образования в рамках инициативы «Один пояс, один путь» крупнейшего проекта 21 века, чьи масштабы несопоставимы ни с чем в истории человечества. Позже он основал дистрибьюторскую компанию, которая занимается импортом черной икры из России в Китай, что само по себе дело практически беспрецедентное. Во-первых, потому что Китай сам является мировым лидером по производству черной икры. Компания Алима Алимова стала единственной, рискнувшей импортировать черную икру из России, и преуспела в этом. Далее Фердавс Ярматов. Фердавс основал свою компанию Double TG по веб-разработке в северной столице, когда ему было 20 с лишним лет. В то время в Худжанде не было ничего подобного, и все, что связано с веб-дизайном, воспринималось с легкой опаской и непониманием. Поначалу в компании Фердавса работал только один Фердавс, но со временем штат пополнялся. Офисы компании на базе коворкинга расположены также в США, России и Индонезии. Кроме того, Фердавс неоднократно проводил хакатоны в республике. Сейчас на базе офиса в Худжанде действует школа, где желающие могут бесплатно обучиться программированию.
Мубарис Субхонов. Сегодня он основатель IT-компании «Шедевр», а также соучредитель нескольких стартапов. Компания на рынке больше 10 лет и является аккредитованным регистратором доменов в зоне TG. Также компания является представителем Американской торговой палаты в Таджикистане, а также может похвастаться многочисленными наградами в области программирования. Из-за обширности услуг компании IT, веб-индустрия, дизайн, диджитал-маркетинг и дата-услуги «Шедевр» обслуживает многочисленные местные компании, министерства, международные организации и публичных деятелей Таджикистана. Ахмадали Таджидинов работал журналистом в газете, писал хорошие статьи, а потом решил основать свое дело в сфере маркетинга, пиар и ивентов. Создал агентство креативных решений Monday. Начинал Ахмадали с малого, с осознания культурного проекта Tonight TG в 2011 году. Проект оказался успешным. На его счету участие в сотнях культурных мероприятиях, организации десятков ивентов, тысячи фото и видеопродуктов, а также яркие пиар-проекты с охватом в 1 миллион человек. Проект получил популярность не только в Таджикистане, но также и в соседних республиках Кыргызстане и Казахстане. Успех подтолкнул молодого предпринимателя масштабировать проект и создать на его основе не просто пиар или маркетинговое агентство, а агентство креативных решений с предоставлением услуг в различных направлениях, в том числе адаптации проектов под новые реалии и антикризисные решения, бренд-консалтинг, брендинг, медиапланирование, кей-визуал и другие. И замыкает десятку Самани Абдукаюм. Ему всего около 25 лет, и вырос он не в столице, где сосредоточены все возможности, а в Муминабаде. Первый свой проект он реализовал уже в 19. Свой сайт, который предлагал школьникам, студентам, преподавателям и тем, кто интересуется учебными программами, полезную информацию, материалы и статьи по литературе, математике, праву, истории, философии и другом. В 2016 году вместе со своим партнером Сарбоном Бабоевым он подготовил проект City Club Душанбе «Город в твоем кармане». В этом бесплатном приложении ребята собрали воедино сразу несколько направлений – справочник, новости и онлайн-услуги. Оно может подсказать местоположение любого учреждения, магазина или гостиницы, развлечь анекдотами и новостями и даже поделиться знаниями об истории или достопримечательностях города. В приложении имеется и другая информация о жизни в столице, расписание маршрутов, общественного транспорта, анонсы мероприятий, существующие в Душанбе услуги, наличие акций и скидок, популярные городские паблики, объявления и другое. Этот же проект планируется запустить в Худжанде. Как вам такие крутые проекты молодых людей? Скажите, ведь действительно они вдохновляют. Этим людям не более 35 лет, а у них уже такие огромные достижения. Это доказывает, что таджики могут все. А вы как считаете свои ответы? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!